соли 1990 дар Тоҷикистон як федератсия бо номи бадансозӣ бодибилдинг пауэрлифтинг кушода шуд таҳти мураббигии Олим Парпиев, ки имрӯз ҳама кас ӯро мешиносанд. Аммо то ҳол дар Тоҷикистон аз ин ришта ягон бону тамрин ва Тоҷикистонро муаррифӣ намекард. хушбахтона як бонуи хеле зебо, бонуе ки тавониста дар тамоми ҷаҳон номи Тоҷикистонро боло бурд. Ин бо мо ҳаст Ясмина Амин. Салом, Ясмина. Аслом. Хуш омадед ба барномаи дар Толор. Рахмат. Чанд сол шуд шумо тамрин мекунед? Я занимаюсь спортом с 2015 года, но сначала я занималась пауэрлифтингом, и вот уже год, как я занимаюсь бодибилдингом. Ногуфта намонад ки имрӯз Ясмина бо мо бо забони русӣ ҳарф мезанад. Ягон мушкил надорад, чунки ҷаҳоннамо шабакае нест, ки танҳо дар Тоҷикистон онро тамошо кунад. Ягон монеа нест. Метавонед бо ҳар забоне ки мехоҳед ҳарф занед. Рахмат. Аввалин қадамҳо ба толори бодибилдинг. Я никогда не планировала быть бодибилдером, конечно же. Я пришла в зал просто заниматься для себя. Но так получилось, что я познакомилась с Олимом Парпиевым. И он, конечно же, меня привел в большой спорт, так скажем. Сначала мы занимались пауэрлифтингом, вот лет, наверное, 7. Я выступала, я четырехкратная чемпионка республики по жиму лежа, трехкратная чемпионка республики по троеборью сехарба в пауэрлифтинге. Вот в прошлом году он сказал: так, хватит пауэрлифтинг, давай попробуем бодибилдинг. Вот так вот просто. Я ему доверилась, ну потому что он все-таки очень опытный тренер. Аз оилаи шумо ягон нафар ҳаст варзишгар? Да, у меня брат, он боксер, и дядя у меня вольной борьбой занимался раньше. А так больше никого нет у нас спортсменов. Бародар гуфтен, бародаратон чӣ қадар аз шумо калон аст? Он младше меня на самом деле, вас, да, он младше мой братишка, но он где-то 16 лет занимается боксом. Анимр Фирас Абдулхакимович. Хоб, ҳаст нафароне ки шояд дӯстдорони риштаи бокс ин нафарро шиносанд. Нақши Олим Парпиев дар ҳамин ҷодаи варзиш. Я, например, никогда не верила в себя. Это всегда он мне говорил: давай, вставай, иди. Я говорю: да, у меня не получится, это не мое. Даже на первые мои соревнования по жиму лежа он меня заставил выйти. Давай, выходи. Я говорю: нет, не хочу. Он меня заставил. В бодибилдинге тоже, когда он мне сказал: давай, выходить, я говорю: я буду бодибилдером? Нет, говорю, я даже себе не представляю такое. Но вот он сказал: выйдешь, и я вышла. Это полностью его заслуга, потому что все-таки у него большой опыт уже, и он очень многих спортсменов воспитал, у него есть и чемпионы тоже. И он уже видит, понимаете, потенциал какой у человека, на что он способен. И сам человек, может быть, и не знает, но вот это вот тренерский глаз, все-таки интуиция, где нужно надавить, где нужно подтолкнуть, где нужно остановить. бале дуруст аст, ҳар нафар, ҳар варзишгаре ки дар Тоҷикистон аллакай ном баровардааст, дар ҳама суҳбатҳо оид ба устод Олим Парпиев ҳарф мезананд ва миннатдории худро ҳам мерасонанд. Ясмина, баъзе нафарон шояд шуморо тамошо доранд ва ба фикрам фурӯ мераванд ки чӣ витаминҳоро истеъмол мекунад ва хӯроки варзишии шумо чӣ гуна аст? На самом деле в бодибилдинге очень сложный план питания. Чем мне нравился пауэрлифтинг, то, что там кушаешь все, что хочешь, спишь, отдыхаешь, между подходами всегда отдыхаешь, а в бодибилдинге очень все строго. То есть там определенные должно быть соотношение углеводов, жиров, белков. Очень много белка нужно кушать, на самом деле, чтобы нарастить мышечную массу. Плюс нужно комплекс витаминов принимать, аминокислоты нужно принимать. И всегда нужно соблюдать диету. То есть в первую очередь в бодибилдинге это диета, это не как тренировки, сколько диета. Если где-то что-то нарушишь, жиром заплывешь, либо ты массу не наберешь, либо тех мышц у тебя не будет, которые нужны для выступления. Поэтому это постоянно такой процесс самоконтроля, очень сложно. Чун мебинем шумо аллакай дар толори спирит машқи худро мегзаронед, на? Дар як рӯз чӣ миқдор машқ мекунед шумо? Чанд соат? Смотрите, я во время подготовки на Азию, вот 8 месяцев, занималась 7 дней в неделю. То есть каждый день без выходных у меня было.
Сначала у меня было один раз в день были занятия. Это примерно 3-3,5 часа занимает каждый день. А потом уже ближе, когда период сушки у меня начался, это 3,5 месяца, я уже стала заниматься больше, потому что мы подключили еще кардиотренировки. Получилось 4-4,5 часа в день. А последние 3 недели перед выступлением у меня 2 тренировки в день было, утром и вечером. мақсаду мароми тамоми варзишгарон як чиз аст, қаҳрамон шудан. Қаҳрамон шудем. Чӣ орзу дорем боз? Знаете, у меня такое желание, ну, конечно же, нет предела совершенства, нужно дальше работать над собой. Ну, вы знаете, это такое непередаваемое ощущение, когда ты не просто флаг поднимаешь, а вот когда звучит гимн твоей родины, твоей республики, это вот не передать просто словами, какое ощущение. Я бы, конечно же, хотела еще раз и еще раз это услышать. Вот у меня вот такая вот цель. ба фикри шумо кадом давлатҳо дар ин нави варзиш беҳтаранд аз ҷиҳати бонуо? Очень сильный в плане бодибилдинга это иранцы и вот Индия очень сильно выросли в этом плане. То есть с ними конкурировать, между собой даже они конкурируют очень сложно. Они все-таки уже профессионалы, очень много лет они этим занимаются. И у них очень много спортсменов, у них это очень сильно развито. Прям вот в массы они этот спорт вели в массы. Поэтому я считаю, они самые сильные. Иран и Индия, на мой взгляд. Фарқияти машқатон дар чӣ буд ки дар ин чемпионат шумо ҷои якумро гирифтед? Это такой спорт, в котором ты каждый год становишься лучше и лучше. То есть первый раз, когда ты выходишь, еще ты не настолько сухая, еще мышцы не настолько развиты. В следующий раз, когда ты выходишь, ты уже более просушенная, уже у тебя мышцы другие, качество тела становится другое. И получается, что с каждым годом только лучше становится человек, если не бросать этот спорт. То есть здесь важную роль играет не просто объем, то есть здесь объем не важен, важна сама симметрия и качество мускулатуры. Жесткость должна быть, венозность должна быть, сухость должна быть, прорисованность должна быть, глубина мышц должна быть. Ясмина, нафароне ки ҳозир шуморо тамошо доранд, шояд бигӯянд ки не намешавад, ҳамин кор бисёр кори мушкил аст, чун бо оҳан сару кор гирифтан хеле аллакай як мушкилӣ аст. Дар ҳамин ҷода ки мераванд, чӣ чизоро бояд таҳаммул кунанд? Я хочу, это вот мое желание всегда было, чтобы все привлекались к спорту с детства. То есть кому что подходит, кому-то футбол, кому-то плавание, кому-то, я не знаю, кому-то легкая атлетика, кому-то тяжелая. Но я думаю, что в первую очередь каждый мужчина должен ходить в зал. Вот для мужчины это, как вам сказать, для его каркаса, вот когда плечи широкие, это, конечно же, очень красиво. Для девушки почему нужно ходить в зал, чтобы поддерживать свой тонус. Я не говорю, чтобы все наращивали мышцы, нет, но чтобы был тонус, было здоровье, чтобы не было во вред. На самом деле это тяжелый спорт, и там очень много вреда. Это пусть этим занимаются профессиональные спортсмены. Ҳамин гуна ваъда дода метавонед ки аз ҳафтаҳои нав шумо як дарсе бо мо мегузаред? Да, вы знаете, у меня много было на самом деле таких предложений, чтобы заниматься индивидуально. Просто у меня в этом году цель такая стояла. Я говорю, я готовилась на Азию, я полностью отдалась. Я даже с работы ушла. Я сейчас нигде не работаю, потому что у меня вот именно цель была, что я должна занять хорошее место. Вот у меня такая идея стояла. Ну, как план питания я пишу на самом деле, как диетолог есть такой, кто хочет похудеть, кто хочет поправиться. Ну, индивидуально тоже могу заниматься, если люди серьезные. Если кто-то серьезно хочет заниматься, я всегда за. Як чиз бештар диққати маро ҷалб кард. Чоко моко дар саҳифаи инстаграми шумо ин чӣ маъне дорад? Вы знаете, я просто очень долго на сушке была. А у нас на сушке можно кушать только рис и только грудку, и больше ничего. Я очень сильно скучала по шоколаду, я очень сильно скучала по какао. И поэтому у меня такой ник получился. Чоко от шоколада, а мока это от макачино, то, что я люблю. Это от голода на самом деле. яъне ки шумо бештар дӯст медоред шоколад ва макачиноро, да? Фаҳмо, ягон мушкил нест. мо бо худ овардем аз ширкати қаннодии шоколадие ба шумо як қаннодии хеле ҳам болаззат.
баъд аз чанд лаҳза мо ба шумо онро ҳадия хоҳем кард. ана ин ҳадия барои шумо аз ширкати қаннодии шоколаде. як чизи дигар фикр мекунем ки мураббӣ нафаҳма ки мо инро ба шумо ҳадия кардем. чун медонем барои варзишгар истеъмоли ширинӣ мумкин нест. ясмина, барои бонуи тоҷик мушкил набуд ки дар қатори масалан ҷумҳурии исломии Эрон ва ё ки Ҳиндустон баромад кардан? На самом деле было немножко страшно, потому что на Азию обычно приезжают очень опытные спортсменки. Вот, например, первое место, которое заняла девушка свыше 30 лет, она уже 16 лет выступает в бодибилдинге. И, конечно же, когда она занимает первое место, я второе, для меня это, наоборот, честь. Там, знаете, как спортсмены, они очень опытные, у них это очень продвинуто все. И они очень много лет этим занимаются. Но вот в этом плане, конечно же, было немножко волнения. Сейчас я планирую опять выступать, через 4 месяца еще будут соревнования. Я уже знаю, там, где мои минусы, например, были, или как нужно лучше позировать, я уже знаю. Ну, это все приходит со временем, с опытом. Нужно выступать, нужно видеть, как это делают другие, учиться у них тоже, чему-то у них, обращать внимание на свои минусы тоже, подправлять себя. аз оила ягон кас рад набуд барои интихоби ин ҷода? Наоборот, все поддержали. Все поддержали. Но в первую очередь меня брат, конечно же, поддержал. Сначала брат поддержал, потом папа поддержал. Мама сначала сомневалась, но потом уже, когда все поддержали, ей некуда было деваться. Ба кадом варзишгарон пайравӣ мекунед? Ну, наверное, я женщин вам не назову. Но есть кумиры, которые мужчины, которые всегда нравились. Это Арнольд Шварценеггер, Рунди Колман и Джей Катлер. як варзишгари хеле ботамкин аст, варзишгаре ки на танҳо фикр мекунам барои ман писанд аст, варзишгаре ки кули Тоҷикистонро дӯст медорам. Ин Суҳроб Ғафуров. С Суҳробом Гафуровым мы в прошлом году вместе ездили на чемпионат мира. Это наше золото, он золото там взял. Мы так кричали, вот сами мы не верили. Я как раз съемку, я прямой эфир вела в Инстаграм. Одному пятое, четвертое, третье, второе, я прям сама не верю. Суҳроб один остался. Да, он взял золото, молодец, это наш чемпион. Очень хороший человек, очень добрый, очень хороший, очень отзывчивый. Суҳроб легенда у нас. Особенно, когда он позирует, вот всегда, когда он выступает, на чемпионатах республики, когда выступал, мы всегда ждали, когда его позировка начнется, потому что он очень красиво двигался всегда под музыку. Ясмина, дар Тоҷикистон ягон нафаре нест ки Толер Холназарро дӯст надорад. Саҳми Толер Холназар дар ҷодаи варзиши шумо? Я очень давно знакома с Толей Холназаровым. Это все-таки чемпион мира, очень известный человек. И вы правильно говорите, наверное, нет никого в нашей стране, кто бы его не любил и кто бы его не знал. Он вообще занимается и пауэрлифтингом, и бодибилдингом он занимается. В отличной форме сейчас он находится. Вот сейчас он является президентом Федерации бодибилдинга и пауэрлифтинга республики. Сири тамрини ҳамин варзиш дар чи аст? Должен быть тандем, наверное, так скажу, между тренером и между его учеником. То есть вот то, что говорит тренер, если ученик все выполняет на 100%, можно даже на 101%, тогда путь к успеху точно есть. Потому что здесь тренировки нужно менять. То есть вот многие ходят, одно и то же делают. Нет, это неправильно. Их нужно постоянно менять каждые 2 месяца. Питание, нужно следить за питанием. Сон, обязательно режим сна должен быть, отдых должен быть. Восстановление мышц тоже должно быть. И последовательность. То есть если ты уже начал заниматься, бросать нельзя, пропускать нельзя. Нельзя такой, сегодня я пойду, завтра я не пойду. Последовательность должна быть. Тогда все получится. Кадом витаминҳоро бояд истеъмол кунанд варзишгарон? Я бы сказала, что в первую очередь, конечно же, комплекс витаминов и минералов. Это в первую очередь. А потом обязательно нужно аминокислоты принимать.
Потом в зависимости от того, сколько вам белков кушать нужно, можно протеин тоже подключить. Но прежде чем принимать весь этот спортпит, надо сначала сдать анализы, потому что витамины тоже могут быть вредные, если будет переизбыток. Нужно знать, что можно, а что нельзя. ҳамчун як бону ба ҷавонон чӣ тавсия метиҳед? Я бы посоветовала молодежи обязательно заниматься спортом, обязательно. Это нужно и для здоровья, это нужно и, знаете, как восприятие мира другое становится, люди другие становятся. Я хочу, чтобы все пришли в спорт. Я думаю, что родители должны этому способствовать. И чтобы каждый нашел себя вот там, где ему нравится, наверное, так бы я сказала. Спорт – это жизнь. дар охир чӣ гуфтанияи шумо ба кулли мардуми шарафманди Тоҷикистон? Я всем желаю здоровья крепкого, обязательно здоровья в первую очередь, процветания, чтобы у всех желания сбывались, чтобы никто не сдавался на своем пути, чтобы все шли до конца, добивались своей цели. Спасибо, и вам того же. Спасибо. Ташаккур, Ясмина, барои як суҳбати хеле ҷолиб. Хеле суҳбате буд, ки нафароне ки ба варзиш майл надоштанд, шояд ин суҳбат сабаб мегардад, ки онҳо ба варзиш ҷалб мешаванд. дар охир ҳамин гуна гуфтанӣ ҳастем, дӯстони азиз, ки ба варзиш машғул шуданро фаромӯш насозед, чун Ясмина Аминӣ ҳам гуфт, ки варзиш ин ҳаёт аст. То барномаи баъдӣ, хайр.